Поэтому, дорогие мои братья, когда каждый из нас становится на намаз, каждый из нас становится на намаз, чтобы общаться с Аллахом. Вы должны знать, что Аллах Азза ва Джалля каждому из нас призывает, чтобы мы 5 раз в день стояли перед Аллахом, общались с Аллахом без посредника, без переводчика. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, который приводится, значит, от Аби Хурайрата разияллаху анху, хадис достоверный по условиям имама Муслима. Однажды Абу Хурайрат говорит, разияллаху анху, когда мы один день совершили намаз вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это, говорит, был обеденный намаз. После завершения намаза пророк, алейхиссалату вассалям, повернулся, посмотрел на последний ряд, который был в мечети, и сказал: «О, такой-то! Аля таттакиллах, не боишься ли ты Аллаха? Аля танзуру кайфа тусалли, почему ты не смотришь, как ты совершаешь намаз? Инна ахадакум иза кама юсалли, когда, говорит, один из вас становится на намаз совершить его, кама юсалли иннама якуму юнаджи раббах». Каждый из вас, когда становится совершить намаз, он становится общаться с Аллахом, разговаривать с Аллахом Азза ва Джалля. Фальянзур кайфа юнаджихи. То пусть, говорит, каждый из вас, когда становится на намаз, пусть, говорит, он обращает внимание, как он общается с Аллахом, как разговаривает с Аллахом, каким сердцем он стоит перед Аллахом. Когда один из нас говорит «Аллаху Акбар» и вступает в намаз. Что означает слово «Аллаху Акбар»? Мы свидетельствуем, что нет ничего, что Аллах, Он больше и величественнее, чем всех великих, всех больших, Аллах наиболее великий. Мы говорим «Аллаху Акбар», Аллах наивеличайший, чем все великие. Сказав «Аллаху Акбар», если этого смысла нет в наших сердцах, после того, как мы сказали, что Аллах, Ты самый великий, которому мы должны поклоняться и о котором мы должны, значит, обращать свои сердца, если мы после этих слов думаем о мирском, думаем о своих насущных проблемах, думаем, какую, значит, откуда деньги заработать, куда отдать, что делать, решаем все наш бизнес внутри намаза. Но мы говорим «Аллаху Акбар», мы должны знать, что это «Аллаху Акбар», ложное с нашей стороны. Мы сказали перед Аллахом: «Аллах, Ты величественный», но продолжаем думать о мирском, о ничтожном. Поэтому, чтобы Аллах Азза ва Джалля наш намаз не превратился просто в форму, просто, значит, поклонение, вставание, гимнастику, надо, чтобы сердце присутствовало с Аллахом во время намаза. Если ты сказал «Аллаху Акбар», убери все, что кроме Аллаха. Работай над сердцем, чтобы нет, сердце не осталось места ни к чему, кроме как Аллаху. Это нелегко. Это нелегко. Но это возможно. Когда у Амр ибн Зарра, радияллаху анху, одна рука была поражена гангреной, и ему сказали: «Я Амр, тебе надо порезать твою руку». Он сказал: «Режьте тогда». Они сказали, врачи сказали: «Надо тебя привязать, чтобы ты не дергался, когда мы будем резать твою руку». Он сказал: «Тогда, говорит, подождите, я вступлю в намаз, когда, говорит, я вступлю в намаз, тогда, говорит, отрежьте мне руку». Затем этот Амр ибн Зар, он был набожным, захидом, абидом, он вступил, говорит, в намаз. Во время намаза, говорит, отрезали ему руку. После намаза, говорит, он сдал салам, сказал: «Почему не отрезали?» Они, говорит, сказали: «А мы, говорит, уже отрезали же, говорит, тебе». Он даже не почувствовал его. Какое должно быть состояние человека, когда ему отрезают руку во время намаза, он даже этого не чувствует. Вот такие люди были, дорогие мои братья. Это для нас пример, что мы должны стремиться, чтобы наш намаз был полноценным. Мы должны стремиться, чтобы не осталось членов нашей семьи, близких, родных, за которых мы болеем, за которых мы несем ответственность, чтобы в городе не остался ни один человек, который не делает сужда перед Аллахом, не совершает намаз. Всевышний Аллах Азза ва Джалля в Коране говорит: «Ва'мур ахляка бис-салати вастабир алейха». Ты, говорит, повелевай твоей семье, чтобы они совершали намаз, и проявляй терпение в этом вопросе. Один раз сказал, 2 раза сказал, не сделали, не отворачивайся, не оставляй, потому что Аллах тебе говорит:
повелевай твоей семье, чтобы совершали намаз. И в этом вопросе, в требовании, настойчивости, чтобы твоя семья совершала намаз, в этом вопросе, говорит, проявляй терпение. Будь настырным, настойчивым, терпеливым в этом вопросе. Не давай, чтобы члены твоей семьи намаз не совершали. Дай Аллах всем нам тауфик, дорогие братья, чтобы мы намаз не пропускали, чтобы мы его совершали на самом полноценном виде, чтобы нами был доволен Аллах, и чтобы мы не получили наказание за наши намазы, которых мы совершили отвлеченности от Аллаха.